В эфире «Актуальное интервью», и сегодня мы говорим о подготовке к безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков и пожароопасном сезоне на территории Республики Саха-Якутия. Сегодня у нас в гостях Юрий Николаевич Зайцев, председатель Госкомитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Якутии. Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и вот самый главный вопрос – прогнозы по поводу паводка. Самое ближайшее у нас, естественно, он. Что прогнозируется, что ожидать? Здесь в первую очередь я хочу сказать, что вскрытие рек Лена, Алда, Намга и Токка у нас ожидается на 4-5 дней раньше обычных сроков. Значит, с 14 по 12 мы ожидаем в этом году прохождения ледохода в районах, это Ленский, Алекминский. Далее 12-21 это территория Хангаласского, город Якутский и Намского района. Ну и параллельно, конечно, у нас будут скрываться боковые реки. Это, значит, правобережный берег реки Лена, как раз Лена, Амга и Токка. Значит, по северным арктическим рекам также необходимо отметить, что Калма, Индигир, Каяна будут скрыты в этом году по прогнозу раньше, соответственно, на 4-8 дней. Вот, низовье Индигирки, значит, в свои среднесрочные прогнозы. Ну вот, опять же, по прогнозам, какие районы республики, возможно, наиболее подвержены в этом году подтоплению и к чему быть готовыми? Ну, у нас потенциально опасные, потенциально подверженные районы. Это, конечно же, Ленский, Алекминский, Хангаласский, Намский и Кобяйский улусы. Значит, по северным арктическим рекам в прошлом году мы первый раз столкнулись с тем, что у нас в Абыйском районе были факты подтопления. Это, значит, Саганах и Кенкюэль. В целом, если обратить внимание, то порядка 166 населенных пунктов у нас ежегодно подвержены, значит, весенне-летним паводковым году. Но, тем не менее, я отмечу, что, значит, подтопления по факту имеют от 10 до 20 населенных пунктов. И самые, значит, легкие, прямо так скажем, года, это были у нас 2015-2016 годы, где факты потопления имели от 3 до 8 населенных пунктов. Вот, что касается подготовки, как она проходит, что в первую очередь готовится? Значит, мы готовимся в рамках 26-го распоряжения правительства. Здесь надо отметить, что основными целями и задачами являются это подготовка и готовность органов исполнительной власти нашей республики, муниципальных районов и муниципальных образований, ну а также хозяйствующих субъектов. Значит, в права и обязанности входит это на таких крупных предприятиях, как ГУП ЖКХ и энергетика. Это своевременное поднятие оборудования с мест подтопления. Эта процедура ежегодная, она не вновь сегодня выдумана. Значит, для населения и руководителей в первую очередь это превентивные мероприятия по эвакуации, значит, населения, далее, значит, отгона крупнорогатого скота в места неподтопляемые. Вот. Но если брать по численности, то, значит, у нас эвакуации крупнорогатого скота, лошадей, сельхозживотных подпадает порядка 27-32 тысяч, значит, животных. Также Министерством сельского хозяйства эта работа проводится планово. Вот. Ну, есть еще ряд, значит, мероприятий. Это подготовка пунктов временного размещения, это запасы, создание запасов продуктов питания, материальных резервов и всего порядка 180 пунктов. А как муниципалитеты справляются с этими обязанностями? И вот опять же, говоря про пункты временного размещения, они, ну, условно могут в случае необходимости принять всех жителей республики или там высчитывается именно по площади затопления предполагаемой? Совершенно верно. Значит, расчет идет, исходя из зоны возможного подтопления населенных пунктов. Отсюда мы четко прослеживаем, какая часть населения подпадает, значит, под фактор затопления. Отсюда высчитывается количество населения. Я уже сказал, что это порядка 27 тысяч населения. Это при самом критическом, значит, уровне, при подтоплении 160 населенных пунктов, потому что территория, она фактически не вся затопляется. В основном это, значит, низменные части. Вот. Отсюда количество пунктов временного размещения, значит, составляет 260-270 пунктов временного размещения. Здесь надо отметить, что в основном они базируются у нас на базе учебных заведений, потому что в этот период у нас уже фактически, значит, период заканчивается обучение
Вот, администрации районов и администрации муниципальных образований, тех населенных пунктов, которые у нас находятся в плане мероприятий по подготовке к проведению паводковых вод, они, соответственно, готовят эти объекты. Вот, но здесь ряд глав у нас относятся к этому вопросу очень серьезно и разворачивают кровати, постельные принадлежности, готовят, значит, питьевую воду, продукты питания резерва собирают. Ну, ряд территорий у нас относится это с учетом того, что по факту, если будет факт подтопления, то они, в принципе, в этот же день могут спокойно, безболезненно развернуть пункты временного размещения. Ну, вот что касается урона вот ежегодно наносимым к стихии, то есть в среднем сколько вот обычно тратится на восстановление в цифрах? Давайте возьмем примеры 2017 года, значит, где у нас под подтопление подпало 13 районов. Одним из самых наиболее пострадавших у нас является это Среднеколымский район, в который из бюджета республики было затрачено 194 миллиона рублей. Это и, значит, на превентивные мероприятия, это на ликвидацию последствий, на выплаты тех или иных компенсаций, ну и, конечно же, оказание помощи строительными материалами для села Березовка и для села Аргахта Среднеколымского района. В целом по республике в прошлом году было израсходовано порядка 274 миллионов рублей. Но у нас были года, особенно это 2010-2011 год, когда, значит, суммы исчислялись у нас по 500-800 миллионов рублей. В том числе и привлекались федеральные средства. Это с учетом, значит, масштабности наводнений, конечно, в первую очередь. Вот говоря опять же про цифры, и говоря уже про этот год, какие финансовые и материальные средства предусмотрены правительством региона для вот безопасного пропуска паводковых вод в этом году? Значит, здесь у нас резервы четко разделяются. Есть резерв правительства на чрезвычайные ситуации, который сегодня составляет 120 миллионов ежегодно. Кроме этого, в правительстве есть материально-технические резервы, более чем на 100 миллионов рублей, где у нас имеется в наличии топливо, значит, вещевое имущество, невещевое имущество. Далее надо отметить, что у муниципальных образований также в рамках 68-го федерального закона они обязаны иметь и финансовое, значит, обеспечение на вопросы чрезвычайных ситуаций и вещевое, невещевое имущество. Их сумма в совокупности составляет более 90 миллионов рублей в денежном выражении. И, значит, в виде имущества это более чем на 70 миллионов рублей. Плюс у нас все субъекты, значит, хозведения, это такие предприятия, опять же, я приведу пример, это ЖКХ, энергетики, значит, Саханефтегазбыт, Сахатранснефтегаз, они имеют свои резервы, значит, их сумма составляет 214 миллионов рублей в денежном выражении на вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и порядка 200 миллионов рублей в совокупности это вещевое и невещевое имущество. Вот как считаете, этих средств будет достаточно или по прогнозам, опять же? Ну, по средствам предугадать очень сложно. В прошлом году, значит, мы рассчитывали тоже, исходя из того, что в пределах 150-200 миллионов должны были уложиться, но ситуация показала, что потребовалось в целом порядка 274 миллионов рублей. Поэтому здесь прогноз он фактически невозможен, так же как тяжело вообще предугадать, какой будет паводок. Подготовка ведь она ведется в целом для того, чтобы в полной готовности у нас были муниципальные районы, муниципальное образование, само население, потому что ежегодно сталкиваемся с основной проблемой. Это как раз в период прохождения ледохода у нас просто огромное количество возникает охотников-рыбаков. Вот отсюда возникают очень большие проблемы по спасению населения, поэтому, значит, этот упор мы как раз делаем в рамках превентивных мероприятий, недопущения на пойменные участки и на саму реку, значит, выхода людей. Ну, вот подводя такую черту именно под темой паводка весеннего, такой вопрос последний на эту тему, это часто ли оправдываются именно прогнозы гидрологов, синоптиков и так далее? Процентов на 70-80 они оправданы. То есть, в принципе, высокая вероятность. Совершенно верно. Хорошо, но вот мы пойдем дальше, уже лето это у нас обычно уже начинается пожароопасный сезон, и сколько населенных пунктов подвержено угрозе лесных пожаров? Значит, в этом году 316 по реестру. Каждый год они меняются, потому что МЧС России по республике проводят надзорные мероприятия и определяют там несколько факторов. Первое – это непосредственно близость населенных пунктов к лесным массивам. Далее, значит, это территория застройки. То есть вчера она могла быть в 1 километре от лесного массива, сегодня она может приблизиться с учетом массивности до 200 метров, что уже подвергает угрозе. Значит, еще 2 года назад их было 298-202, точнее 298-302. На сегодняшний день 316 населенных пунктов, которые непосредственно
находятся на территории прилегающих к лесам. А какие меры принимаются, чтобы вот, снизить угрозу лесных пожаров для населенных пунктов, для жителей? Значит, ну, опять же, в первую очередь мы всегда начинаем с нормативно-правовых документов. У нас имеется 78-е постановление правительства, значит, которое было издано в марте этого года. В основные задачи, опять же, Департамента по лесным отношениям, органов исполнительной власти и муниципалитетов входят в первое. Это, значит, расстояние от населенных пунктов до лесного массива, то есть там необходимо, значит, увеличивать и производить вырубку по согласованию с лесничими или с лесниками. Далее, значит, это расчистка лесных массивов и лесов от сухостоя и тех или иных строительных пиломатериалов, сухой растительности. Ну и самое основное, это у нас, значит, лесопользователи, они делятся на несколько категорий. Это те, кто, значит, занимается лесопромыслом, это охотничьи угодья. Вот, и их задача в основном это на то, чтобы их территории, которые им отведены по закону на определенной площади, также соответствовали всем нормам противопожарной безопасности. Значит, нашей задачей в первую очередь входит это защита населенных пунктов. То есть, если пожар уже подходит непосредственно к населенному пункту, как в прошлом году это было в Кобякском районе, значит, мы мобилизуем все силы и средства для защиты населенных пунктов. В том числе, значит, это и добровольцы, это и государственная противопожарная служба, МЧС и прочее, прочее. Юрий Николаевич, вот мы начали в начале с прогнозов по паводку. Какие прогнозы на пожароопасный сезон этого года? Значит, ориентировочный прогноз у нас повторяется 2017 год. Это засушливое лето. Значит, очень большая территория лесных и нелесных, значит, массивов, которые в прошлом году у нас выгорели. Это порядка 1 миллиона 600 гектаров. Это очень большая территория. Вот. Ну, прогноз такой, что первая декада мая, она среднеувлажненная, вторая декада мая и июнь, они будут высокого класса опасности. Вот. А какие силы и средства привлекаются для тушения лесных пожаров? Значит, здесь департаментом по лесным отношениям создается ежегодный план тушения лесных пожаров. Значит, сюда они привлекают такие предприятия, как авиалесохрана, сюда привлекаются, значит, силы, средства МЧС России, в том числе и авиация, в том числе, значит, авиация с водосливными устройствами. Парашютисты в прошлом году мы привлекали порядка 200 человек, это по соглашению с МЧС России. Вот. Ну, в целом надо отметить, что эта работа, она вся полностью отрегламентирована. В целом мы готовы В целом к готовы. любой угрозе. Хорошо, Юрий Николаевич, спасибо. Я напомню, что в гостях у нас был председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Юрий Николаевич Зайцев. Оставайтесь с нами.